Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика», в студии Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Небо под контролем. Благодаря своей надежности этот дрон получил широкое распространение в зоне СВО. Система кругового обзора и инфракрасные сенсоры обеспечивают безопасное пилотирование. Стартовал курс подготовки пилотов БПЛА для служб в подразделениях беспилотной авиации. Ритм животновода. Познакомим с очередным фермером-предпринимателем, чье хозяйство полно разных животных. В Грозном обсудили подготовку к предстоящим многоуровневым выборам, которые пройдут в единый день голосования 20 сентября. На совещании под председательством вице-премьера, министра по национальной политике, внешним связи, печати и информации Ахмеда Дудаева приняли участие представители избирательной комиссии, руководители общественной палаты и региональных отделений политических партий. Участники обсудили организацию и работу по созданию общественного центра наблюдения за выборами, ход выполнения календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов, а также участие региональных политических партий в избирательном процессе. На базе общественной палаты будет создан штаб общественного наблюдения. На день выборов у нас будет создан специальный штаб по онлайн-мониторингу. У нас будет оборудована специально видеостена, на которой будет выведено 254 избирательных участков, которые будут оборудованы онлайн-наблюдением. И на день выбора у нас на участках будет 1286 наблюдателей. То есть на каждый участок у нас будет по 2 общественных наблюдателя. Сейчас идет подготовительная работа. У нас отобраны люди, которые будут заниматься наблюдением. 9 человек прошли у нас обучение в Москве. Далее по районам они будут проводить обучающие семинары для общественных наблюдателей. Потому что на каждом районе есть свои наблюдатели. То есть чтобы им надо было выезжать из другого района, мы решили, что будет целесообразно найти наблюдателей именно на местах. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в очередной раз проводит масштабную благотворительную акцию в секторе Газа. Программа поддержки проводится в течение всего благословенного месяца Рамадан, когда садака имеет особую значимость, а помощь нуждающимся считается одним из наиболее благих деяний. Благотворительная организация обеспечивает жителей продуктами питания и средствами первой необходимости. Стоит отметить, что по инициативе президента фонда Аймани Несиевны подобные акции проводятся на регулярной основе. Всевышний повелел верующим оберегать своих близких, детей и жен от адского огня. Аллах говорит в Священном Коране: «Берегите себя и своих родных от ада». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Защитите же себя от огня хотя бы с помощью половинки финика». Наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, указал, как уберечь себя и своих близких от ада в судный день. Милостыня убережет тебя от адских мучений. Следуя этому повелению, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров с самого начала этой войны стоит во главе этого благого дела. Он подает пример всему миру, каким должно быть истинное братство. Благодаря таким акциям многие постящиеся смогут провести полноценный ифтар. Просим у Всевышнего, чтобы эта милостыня стала причиной спасения от адского огня того, кого он любит. Да вознаградит Всевышний нас и всех вас лучшей и желанной наградой в этом и вечном мире. В Чеченской Республике провели комплексную проверку систем оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. В 10:43 по всему региону прозвучали сирены и заработали громкоговорители. На время проверки вещание телеканалов и радиостанций было прервано для трансляции сигнала. Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Мероприятие позволило оценить техническое состояние оборудования и отработать алгоритмы взаимодействия экстренных служб. В рамках проводимой комплексной проверки системы оповещения населения сегодня в 10 часов 43 минуты был выпущен в эфир
ролик МЧС России о технической проверке системы оповещения населения. Замещение произошло на 10 общедоступных каналов первого мультиплекса. Все прошло отлично, никаких замечаний, все прошло в штатном режиме. В Российском университете спецназа имени Владимира Путина начали готовить будущих операторов беспилотных войск. От симуляторов до боевых задач на передовой. Все, чтобы специалисты были готовы к реальной службе. С ними работают высококвалифицированные инструкторы, чей боевой опыт и профессионализм не раз отмечали региональные власти. Мой коллега Рамзан Абуев побывал на учебной площадке в РУС. На полигоне Российского университета спецназа проходят ежедневные тренировки. Здесь ведут подготовку специалистов для нового рода войск беспилотных систем. Приложение DJI Fly, он используется для гражданских дронов. Вот DJI Pilot 2 – это более расширенная версия. Он используется для Enterprise дронов. Подготовку проходит в условиях максимально приближенных к боевым. Боец Адам Эмиев, юрист по образованию, сейчас осваивает новую специальность оператора БПЛА. Затем вторым этапом FPV делают, FPV амо до того самого дожа, интересоваться даже будущее хорошее. Законно каждый инструктор его индивидуально, а может на практике, а может на теории, а может проживание питания законно его карта. Обучение проводят инструкторы с реальным боевым опытом, полученным в зоне СВО. Программа нацелена на комплексное освоение различных моделей квадрокоптеров. Мы сделали отдельный курс, который включает в себя два этапа. Первый этап – это они проходят общую базовую часть, то есть это первоначальный навык пилотирования, ориентирования на местности, работа с штурмовыми группами, взаимодействие с артиллерийским расчетом, доставка боеприпасов, медикаментов, взрывчатого вещества. И, собственно, по тому, как они сдают тест первого этапа, они переходят уже во второй этап. Во втором этапе они уже более углубляются в материал. Обучение проходит в специализированных аудиториях. Программа включает не только пилотирование, но и занятия по техническому обслуживанию и ремонту квадрокоптеров. Для этого организована учебная мастерская. На передовой они выполняют широкий спектр задач – от ведения разведки и корректировки артиллерийского огня до нанесения высокоточных ударов по противнику. Mavic 3 способен развивать скорость до 75 км в час, а максимальная продолжительность его полета составляет 46 минут. Благодаря своей надежности этот дрон получил широкое распространение в зоне СВО. Система кругового обзора и инфракрасные сенсоры обеспечивают безопасное пилотирование. Аппарат автоматически обходит препятствия и возвращается в точку старта. А это симуляторы управления БПЛА. В этой аудитории бойцы осваивают будущую специальность, самую востребованную и перспективную на сегодняшний день. Инструктор четко объяснит, карта баба, карта Миномет тепсилшиш, драйциш передача, мусульман четко, амадихай, резко чоба будут индивидуально горные шиши подходишь конкретно На базе учебного центра планируется ежемесячно готовить 30 специалистов. Это 360 человек в год, не считая добровольцев и сотрудников силовых структур. Один из важных моментов – это обучение радиочастотам, для того, чтобы они могли противодействовать воздействию противника для выполнения боевых задач. Наши операторы дронов – настоящий кошмар для ВСУ. На кадрах с харьковского направления бойцы спецназа «Ахмат» выслеживают и точными ударами уничтожают технику противника. Наши расчеты FPV-дронов действуют на передовой максимально эффективно, четко, слаженно и профессионально. Совсем скоро их ряды пополнят новые квалифицированные дроноводы. Рамзан Абуев, Адлан Хусаинов, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Премиальный парфюм, лимитированный тираж и производство в Дубае. В столице состоялась презентация дебютной коллекции бренда As Collection. О том, из каких нот складывается его звучание и в чем его особенность, узнавал Рамзан Абуев. Он цитрусовато-свежий аромат. Задумка, по-моему, удалась, но дальше
дальше будет уже, надо будет посмотреть на коже, как он себя поведет. Свежий, чистый, безупречный. Создатели аромата Clarity описывают его как воплощение ясности. Первый чеченский парфюмерный бренд As Collection представил его основатель Абубакар Сакаев. Большинство акцент делается на сам парфюм, но тем не менее, те, кто покупает этот парфюм, мы будем особое внимание уделять этим людям. Насчет распива, сейчас у нас нет распива, но у нас, как только откроется магазин, мы хотим сделать такие доступные парфюмы, которые могут молодые ребята тоже купить. Премиальный парфюм «Универсали» не подходит как мужчинам, так и женщинам. Дебютная коллекция выпущена лимитированным тиражом всего 500 флаконов. Производство сосредоточено в Дубае, где используются те же компоненты, что и при создании продукции ведущих мировых домов моды. Этот парфюм – это аромат свежести, если простыми словами. То есть вначале он ощущается такой бодрость, свежесть, он дает такую брутальность. Сердце аромата – это уже показывает его характер, то, что остается с этим ароматом. И конец – это фундамент, это шлейф аромата, это стойкость аромата. Любой человек, который пользуется парфюмом, у него только одна мысль, чтобы у него спросили, а что за аромат. Он хочет выделяться. Мы даем ему это с этим парфюмом. Презентация собрала впечатляющий круг публичных персон. Представители бизнес-сообщества по достоинству оценили аромат, отметив его сдержанное, выверенное и дорогое звучание. Это новое начинание, в котором «Made in Чечня» будет написано на упаковке, что не может не радовать любого жителя нашей республики. Я поздравляю Абубакара с этим начинанием. Я надеюсь, что тот парфюм, тот проект, который он начал, с течением лет будет становиться все лучше и лучше и будет выходить на мировые рынки. Бренд уникален для регионального рынка во всем. От концепции продукта до оригинальности его презентации. Создание такой марки чеченским предпринимателям подтверждает, местный бизнес готов выпускать продукты высокого качества, способные заявить о себе на мировом рынке. С самого входа, вплоть до зала, все было организовано на высшем уровне. Это по опыту могу сказать. А по поводу того, хочу я купить или нет, собираюсь или нет. Да, собираюсь. Иншаллах, сделаю предзаказ и стану одним из первых, кто купил у Абубакра Сакаева его первый парфюм. As Collection – это новая веха в парфюмерной индустрии Чеченской Республики и всего Северного Кавказа. Минималистичный дизайн флакона подчеркивает эстетику бренда, состояние внутреннего баланса, когда каждая деталь находится на своем месте. Создатели бренда поставили амбициозную задачу – переложить эстетику чеченских традиций на язык высокой парфюмерии. В каждом флаконе дух гор – это уникальный симбиоз древнего культурного кода и современных технологий. Первый экземпляр коллекции ушел с молотка за 500 тысяч рублей. Победитель Саид Тачаев определился по итогам 24-часового аукциона в одной из соцсетей. На данный момент приобрести парфюм можно эксклюзивно по предзаказу. Совсем скоро бренд выйдет на новый уровень. Планируется открытие флагманского бутика в Путинском районе Грозного и запуск официального интернет-магазина. Намзан Абуев, Шамсудин Джабраилов, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Арсен Шавхалов уже 11 лет развивает свое семейное дело. 60 голов крупного скота и 200 мелкого требуют постоянного внимания. Но фермер хорошо знает, как благоприятно ухаживать за животными. Наш корреспондент побывал на ферме и узнал секрет успешного бизнеса и животноводства. Для всех подопечных у Арсена Шавхалова припасено не только ласковое слово, но и личное имя. Он знает нрав каждого из 60 голов крупного и 200 мелкорогатого скота. Своей ферме предприниматель посвятил 11 лет. Семейное дело начиналось с малого. Сегодня это крепкое хозяйство, которое кормит не только владельца, но и весь район. Докупить, что доволен дух эйсвилуштер. Сон бадак диш дух диездах, он чаханал богвер. Хуз базар хой лил. Юртардах бог вондикана сагана молтана махи дадола хоша. Секрет Арсена прост. Чистый продукт. Натуральное молоко и мясо разлетаются быстро, ведь люди ценят качество. За этим трудом стоят бессонные ночи и ежедневный подъем до зари. В текущем году аграрий завез элитное поголовье. Работа с племенными животными требует особых навыков, но и отдача на порядок выше. В этом сезоне у фермера Арсена серьезное пополнение. Сразу 50 нубийских коз. Выглядят они как фотомодели с этими ушками. И молоко у них жирнее обычного, а значит и сыр будет вкуснее.
Развиваться в одиночку сегодня сложно, поэтому на помощь приходит государство. В Очхой-Мартановском районе трудится более 150 сельхозпроизводителей. Местная администрация оказывает им всю необходимую поддержку. Год малого среднего предпринимательства Элвой Пачо определительно. Сумделовой руководство с ванхватин задачу вой района предпринимательства махуловой она остал диетанкирчкеш пакет документов уж торговое направление, то самое развитых узах. Магазины разные продуктовые, хозтовары, торговые базы, сельскохозяйственное направление. И уэгдалу штекса, она остала. Худу цанкирчкеш ходокой. Цан бизнес-план неш ходовой, новый объект реачула. Разрешение на строительство ялахцун далуш максимально срок шуй снизить. Также от объекта эксплуатации олштига максимально срок снизить. Спрос на натуральные товары в республике стабильно растет, а значит, обороты будут только увеличиваться. Пример Арсена Шавхалова доказывает, что при должной опеке со стороны муниципалитета и упорстве частная инициатива становится фундаментом экономики края. Лимда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.